Доброе утро! Мы рады приветствовать всех телезрителей, кто в этот утренний час уже просыпается, готовится к новому рабочему дню. Это «Утро Якутии» на телеканал «Якутия-24» и НВК «Саха». В студии работает Руслан Ачиров. Желаю всем отличного настроения. Предлагаю просыпаться, заваривать чашечку кофе, готовить завтрак. Ну и, конечно, встретить это утро вместе с нашей командой. Также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии». С помощью QR-кода, который вы видите на экране, можно подписаться и, конечно, посмотреть все самое-самое интересное, что происходит у нас в эфирах. Ну а сейчас, друзья, я думаю, что самая важная информация, которую нужно получить перед тем, как собираться на работу, это какая же погода за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была минус 42, минус 39 градусов. В заречной группе Улусов 47-37 градусов со знаком минус, в южных минус 38, минус 28, в Вилюйской группе Улусов от 33 до 28 градусов ниже нуля. В Нижнеленских 44-43 градуса, в западных минус 28, минус 27, в Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 27 до минус 13 градусов, в Янских 49-33 градуса ниже нуля, на северо-западе республики от 40 до 38 градусов со знаком минус. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 38 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер западный 1,5 метров в секунду. Температура воздуха минус 35, минус 37 градусов. Ну вот сейчас, я думаю, наши внимательные зрители услышали, что в Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 13. Это самая теплая температура, а была она в 6 часов утра в Черском. Вот это интересное потепление. Но какие новости произошли к этому часу, давайте мы узнаем прямо сейчас. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Правительство Якутии подводит итоги года. Илдархан Айсен Николаев рассмотрел результат деятельности группы компаний «Окто» за текущий год и обсудил с председателем Совета директоров планы на будущее. В следующем году руководство предприятия планирует модернизировать вновь приобретенную инфраструктуру и начать освоение новых перспективных месторождений. Особое внимание компания уделит открытию профильных классов в столице республики и возведению школы в поселке Усть-Нера. По итогам встречи глава региона поблагодарил группу компаний за всестороннюю помощь в ликвидации последствий паводка в Аймяконском районе. Вот то, что касается нового предприятия Хангалского узла, наша задача запустить производство в этом году и цель выйти на добычу 1 тонну. Мы это видим, исходя из текущих запасов, которые стоят на балансе. Но опять же, у нас там достаточно большая программа бурения. Мы оптимистично настроены, поэтому я думаю, что на базе Хангалского рудного узла мы сформируем предприятие с добычей 2 тонны. И Бадран, это наше существующее предприятие, у нас там есть еще базовское месторождение, которое мы тоже будем бурить. Мы тоже хотели бы вот где-то 1,5, там, 2 тонны. То есть наша цель это вот порядка там 3-4 тонны на базе существующих предприятий добывать. Объем частных инвестиций на Дальнем Востоке составил порядка 5,5 триллионов рублей. Создано свыше 170 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на стратегической сессии по разработке стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 30 года с прогнозом до 36-го. С 1 января 26 года в регионе начнут работу международные территории опережающего развития, а в 27 году заработает единый режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики. Глава правительства страны подчеркнул, что приоритетом остается улучшение уровня жизни местных жителей.
Госдума ужесточила наказание за загрязнение водоемов. Итак, штраф за загрязнение водоемов стоками и мусором гражданами составит от 1500 до 2000 рублей. Сейчас он составляет от 500 до 1000 рублей. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума на пленарном заседании 9 декабря. Штрафы за загрязнение рек, озер и морей физическими лицами не менялись с 2007 года. Что привлекает иностранных туристов в Якутии? Холод, снег и вечная мерзлота. Стандартный набор, давно ставший визитной карточкой республики. Однако неожиданный креатив в деле путешествий проявляют гости из Поднебесной. Все чаще они выбирают для визитов с туристической целью – музей Мамонта. И это, как утверждают эксперты, не случайность. Внедрение безвиза между Россией и Китаем послужило не только толчком для туристического обмена, но и для более обширных международных экономических связей. Наша республика является хранительницей более чем 90% всех останков мамонтовой фауны по миру. Да, и это привлекает в первую очередь, потому что в Китае очень сильно развито косторезное искусство. Да, и бивни для них являются таким вот, можно сказать, большим символом искусства, науки. Поэтому наш музей является таким центром притяжения людей и из научной сферы, и из сферы культуры. Ленские столбы и гора Аватар. Якутские и китайские национальные парки заключили соглашение о партнерстве. Основными направлениями совместной работы станут сохранение биоразнообразия, развитие научных исследований и обмен передовыми технологиями в области экологии, развитие экологического просвещения и туризма на территориях парков. Лесной парк Джангдзядзе славится своим невероятным ландшафтом. Тысячи высоких узких пиков столбов, сложенных из песчаника и кварца. Самый впечатляющий из них – пик колонна «Южное небо», достигающий 1080 метров. В 2010 году этот пик получил всемирно известное имя «Гора Аватар Аллилуйя», поскольку именно он вдохновил создателей знаменитого фильма «Аватар». Что помогает человеку проснуться с утра? Ну, список возглавляет, конечно, не всеми любимый будильник, но затем, я думаю, для кого-то чашечка кофе или крепкий чай, готовка завтрака, наш утренний эфир и особенно утренняя гимнастика с нашим тренером Еленой Агаевой. Всем доброе утро! Сегодня для зарядки нам понадобится степ-платформа. Если у вас ее нет, вы можете выполнять это упражнение прямо на полу. Итак, поехали! Итак, начинаем нашу зарядку с базовых упражнений. Итак, у нас будет сейчас зашагивание на платформу. Итак, поехали! Начинаем с правой ноги. Мы ходим так, как будто бы мы идем по лестнице. Заходим мягко и спускаемся тоже мягко. Затем левая. Это упражнение очень простое, выполнять может кто угодно с любой подготовкой. Даже те, у кого больные колени. Так, следующее упражнение у нас будет зашагивание и подъем колена в бок. Помогаем ручками, как будто мы ходим. Следующее упражнение у нас будет захлест. Захлест и заводим ручки назад. При этом сводим лопатки. Стараемся пяткой достать до попы. Следующее упражнение у нас зашагивание и ножка вперед. Тянем ножку вперед, улыбаемся, дышим правильно. Следующее упражнение у нас будет мах в сторону. Так же самое мы встаем на платформу и делаем мах в бок. Здесь мы можем добавить еще ручку. Ручку тянем вверх, ножку в бок.
Следующее упражнение у нас будет повороты на степе. Ручки поднимаем вверх. Делаем шаг, 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 шаг. Упражнения со степ-платформой помогут вам развивать свою координацию. Это очень важно для людей в преклонном возрасте. Всем прекрасного дня, отличного настроения, занимайтесь, любите себя. Всем пока-пока. Но утро надо начинать так, чтобы весь день хотелось танцевать. По крайней мере, мы в этом вам помогаем. Сегодня на календаре отмечен Международный день танго. Этот танец зародился в конце 19 века в Латинской Америке в районе Ла-Плата, на границе Уругвая и Аргентины. Это результат сплава европейских, латиноамериканских и африканских культур. Об этом прекрасном парном танце мы поговорим скоро с нашим гостем в студии. Ну а пока давайте узнаем, какие важные события связаны с 11 декабря. На календаре 11 декабря. Международный день гор, Международный день танго. По народному календарю – Сойкин день. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью. Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее. Этот день в истории. 1699 год. Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России. 1802. Издан указ об организации постоянной пожарной команды в Санкт-Петербурге. 1871. В Петербурге открылась первая выставка передвижников. 1972. Экипаж Аполлона-17 стал последним, кто ступил на лунную поверхность из людей. 1994. В России началась Чеченская война. В этот день родились Гектор Берлиоз, французский композитор-романтик, дирижер и музыкальный критик. Роберт Кох, немецкий бактериолог, нобелевский лауреат. Георгий Плеханов, русский публицист и политический деятель. Макс Борн, немецкий физик и математик, нобелевский лауреат. Александр Солженицын, русский писатель, публицист, нобелевский лауреат. Николай Озеров, советский теннисист, актер, спортивный комментатор, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Просковья, Рафаил, Сергей, Степан, Тимофей и Федор. Ну а сегодня утро у нас с особым ритмом, потому что в этот день отмечается День танго. Танца, в котором можно говорить без слов, а пара движется как одно целое. Узнать, как впустить этот ритм в свою жизнь, нам поможет сегодня Максимилиан Лугинов, тренер по аргентинскому танго. Максимилиан, доброе утро. Доброе утро. Но если отбросить так стереотипы, да, самый главный о танго — это роза в зубах, да, как бы вы объяснили суть аргентинского танго тому, кто вот никогда об этом танце ничего не знал? Если совсем очень кратко объяснить, то я бы сказал, что танго — это общение. Ну, со мной, я думаю, очень многие согласятся, потому что это общение двух тел, это не мой язык, это целая философия, где очень глубокая история с очень логичным объяснением практически всего. Куда, как шагать, что нужно делать. То есть это язык тела. Угу. Это можно ли это отнести как такое есть, по-моему, направление социальный танец, да? Это социальный танец, да, самый что ни на есть, который подходит, в принципе, практически всем. Угу. Ну, а кто обычно приходит учиться танго? Ну, так как танго — это больше социальный танец, учиться могут, в принципе, любые. То есть люди возрастные, это молодые, те, кто хочет узнать что-то новое, те, кто хочет просто познакомиться, отдохнуть. Обычно вот
Раньше я занимался бальными танцами профессионально, да, и я очень уставал, прямо загружался, и это вот постоянные тренировки, нагрузки, да. Я считаю, что танец все-таки это способ досуга, отдыха, то есть когда ты приходишь на занятия, ты не выходишь оттуда весь потный, усталый, да, то есть ты приходишь отдохнувший, уже ну, с какими-то новыми ощущениями. Ну, то есть должно это доставлять удовольствие. Конечно, Во всех обязательно, смыслах. да. Мгм. Какие самые забавные или неожиданные стереотипы о танго приходится развеивать вот на первом занятии? Вот человек пришел и задает у- какие-то вопросы. Да, очень часто с таким сталкиваюсь. Ну, как уже было сказано, Не знаю, это, например, нужна ли роза? это роза в зубах, да, Мгм. такой один из таких ну, главных стереотипов, наверное, да. Второе, наверное, это вот люди думают, что ой, мне нужна растяжка. Мгм. Вообще никакой растяжки нет. Я сам в жизни на шпагат никогда не садился. Это какие-то вот красные, черные платья там, с глубоким разрезом. Конечно, оно имеет место быть, потому что в мире танго существует очень много направлений, стилей. Танго-салон, например. Да? Салон — это импровизация, то есть то, чем занимаюсь непосредственно я. Есть еще стили сценарию, это сценическая постановка. Вот там как раз-таки свойственно и роза, и разрезы, и черные, красные платья. Это какие-то позировки, которые вот, ну, достаточно распространены. И есть танго-салон. То, чем я занимаюсь, это импровизация. Очень простые, ну, практически чуть ли не в домашнем можно прийти, да, и станцевать как бы танго. Мгм. Говорят, в танго есть ведущий, ведомый. Как на практике вот вообще строится этот диалог? Как это определяет? Вот. Ну, вообще, изначально, если пройтись по истории, изначально танго танцевали исключительно мужчины. То есть мужчина с мужчиной. В танго нету партнера, нету партнерши. Это потом уже как бы подразделяется в ходе разбора. Есть ведущий и есть ведомый. Ведущий, его роль и задача — это предложить движение, а роль ведомого — его поддержать и украсить. То есть тут нету никакого принуждения к какому-то шагу. То есть есть предложение и есть момент его использовать и его украсить. Вот и все. То есть так происходит общение в танго. Мгм. Ну, возможно, что теперь у телезрителей появились еще дополнительные вопросы. Почему танцевали двое мужчин, да? Наверное, нужно историческую подоплеку рассказать. Ну да, вот изначально, ну, в Аргентине, в Буэнос-Айресе, оно вообще зародилось в бедных районах, ну, в кабаках. На тот момент в Аргентине существовала такая вот проблема, как гендерный дисбаланс. На 10 мужчин приходилось только одна женщина. То есть женщин там практически не было. И была такая вот некая борьба за женщину. Борьба выражалась как раз-таки в танце. То есть двое мужчин, они изначально танцевали, и в ходе танца они показывали какое-то доминирование в танце, какие-то вот элементы показывали, и таким образом боролись за женщину. То есть, если, допустим, в природе, в животном мире это самцы сталкиваются друг с другом, делают какую-то драку, то здесь это было заменено на более... такое. Максимилиан, а как вы сами пришли в танго? Ну, здесь я, наверное, процитирую цитату одного великого маэстроса Пабло Верона. Он сказал: «Не ты выбираешь танго, а танго выбирает тебя». Ну, как ранее я сказал, я занимался раньше бальными танцами, потом ушел в преподавание именно бальных танцев. Состоял в коллективе танцевальном, где мы вот периодически выступали на разных мероприятиях, корпоративах, устраивали свои концерты. И поступил заказ на аргентинское танго. Ну, мы его поставили, станцевали. Он мне вообще не зашел, честно говоря. Не понравилось? Это, да, я потом уже начал копаться, изучать. Вот в ходе изучения, как бы, да, вот самого танца для выступления, я изучал, смотрел материалы, пробовал, ну и подумал, почему бы и нет, да. Как-то вот зашло, и оно меня выбрало. То есть фраза сработала, что Да, танго выбирает да. вас. Ну, Максимилиан, спасибо большое. Хочу пожелать дальнейших творческих успехов, хороших учеников, ну и, конечно же, развития. Спасибо. Спасибо вам. большое.
Но танго — это танец страсти, ритма и безупречного стиля в движении. Но после такого танца хочется продолжить праздник уже в другом антураже. Готовы ли вы к главному празднику года — новогодней ночи? А она, как известно, бывает разной. Душевной, в кругу семьи, веселой с друзьями или официальной на корпоративе. Чтобы ваши образы были на высоте в любой из этих ситуаций, наш стилист Дарья Габышева покажет 3 готовых формулы праздничного стиля в рубрике «Мода и стиль». Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева. Это наша с вами любимая рубрика о моде и стиле. Конечно, мы уже чувствуем, в преддверии Нового года хочется новых нарядов, новых идей. И сегодня именно об этом. Как правильно и красиво одеться на Новый год, поговорим сейчас. Для вас я подготовила несколько образов по ситуациям. Например, Новый год корпоратив, Новый год дома и Новый год в ресторане с друзьями. Все это для того, чтобы выбрать максимально комфортные образы. Первый и самый комфортный образ – это, конечно, для проведения Нового года с семьей дома. Мы выбираем максимально комфортные аутфиты. Это может быть одежда, похожая на домашнюю эстетику, пижамный стиль, так его еще называют. Сейчас это очень популярный стиль, который можно внедрить потом и в повседневный гардероб. Или же продолжать носить данный костюм дома. Это свободные летящие брюки и такая вот свободная рубашка. Если честно, я такое рекомендую каждый год, потому что это беспроигрышный вариант. Конечно, модные свитера с оленями тоже интересная идея, но я думаю, что он, скорее всего, у вас уже есть. Такой костюм – это отличное вложение для того, чтобы провести Новый год в домашней атмосфере. Еще один интересный вариант для проведения Нового года. Я рекомендую такой образ использовать на встрече с подругами, возможно, на какой-то клевой, классной, яркой, интересной вечеринке. Здесь у нас хорошие такие классические черные брюки с атласной лентой в сочетании с корсетом в красном цвете. Как мы помним, будущий год – это год красного огненного коня, и, возможно, красный цвет именно тот, который принесет вам удачу. Если вы стесняетесь открытых рук или думаете, как интересно сочетать корсет, попробуйте в комбинации, например, с обтягивающим прозрачным лонгсливом сеткой. Этот вариант отлично может сработать. Также можно попробовать варианты с тем, чтобы накинуть сверху смокинг, какой-то пиджак под цвет брюк. Такой корсет также хорошо будет смотреться с прямой черной юбкой, какими-то вариантами атласными, достаточно струящими и свободными. Также, я думаю, в дальнейшем такой корсет можно будет продолжить одевать на праздничные мероприятия. А такие черные брюки, возможно, уже есть в вашем гардеробе. А если еще нет, то обязательно внедрите, потому что это база. Следующий вариант я рекомендую для корпоратива. Здесь у нас достаточно воздушная юбка-колокол. Это один из таких уже классических вариантов юбки, потому что ранее это был такой горячий тренд, который, возможно, охолодел, но со временем эта юбка очень полюбилась модницам, и многие оставили ее в своем гардеробе. Попробуйте светлый молочный оттенок для того, чтобы подчеркнуть праздничность. Нравится мне здесь вариант того, что это такая мерцающая ткань, да. И такой вариант юбки, опять же, дальше можно будет носить в сочетании с молочной футболкой на какие-то более-менее праздничные мероприятия, то есть для того, чтобы подчеркнуть и дать акцент. Вот такая яркая, интересная блузка, яркая она за счет своей фактуры, то есть это не просто белая блузка. Здесь у нас с вами очень интересная фактура, набивные цветы, которые в дальнейшем тоже можно будет носить в сочетании с теми черными брюками, которые я вам уже показывала. Это идеальный вариант для корпоратива. Почему я так говорю? Потому что корпоратив – это все-таки мероприятие с людьми, с которыми вы трудитесь. Не забывайте обязательно о том, что даже на корпоративе важно соблюдать этический кодекс, продолжать олицетворять философию своей компании. Поэтому сдержанные и достаточно классические образы на корпоративе всегда выглядят уместно. Новый год бывает лишь раз в году. И это именно тот праздник, где мы с вами можем отразить свою индивидуальность. А корпоратив – то самое мероприятие, где можно добавить перчинки в свой повседневный образ. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, создавайте яркие, незабываемые образы. Пусть будущий год принесет вам много счастливых событий. И помните, что классный аутфит – это залог уверенности, а уверенность – это залог успеха. Всем счастливого Нового года! Пока! А мы благодарим Дарью за модные советы, и в продолжении новогодней темы поговорим о красоте праздничного стола. Наша рубрика «Полезные советы» подскажет, как сделать фруктовую нарезку. Скоро начнется самый долгожданный праздник – Новый год.
И все хозяйки уже начали примерно делать меню, а мы сегодня вам покажем красивую фруктовую нарезку. Для этого нам понадобится ананас, мы его вот предварительно порезали, да? Его надо вот так вот порезать, чтобы вытащить мякоть, и чтобы ананас вот так вот остался сам, да? То есть кожура. Мы его ставим в тарелку. Тарелка должна быть большой. И нарезаем наш ананас. Ананас мы нарезаем просто, можно вот в произвольной форме, можно, да, можно какие-нибудь красивые фигурки. Ну, в принципе, особой разницы нет. Нарезка фруктовая, ну не только на Новый год, да, можно, конечно же, украсить любые праздники. Без красивой нарезки не обходится ни один праздник. Нарезаем и его красиво кладем внутрь ананаса. Ананас всегда украшает стол, конечно же, он такой экзотический красивый фрукт. Вот так он будет выглядеть. Нам понадобится дальше апельсин, один целый апельсин. Мы его надрезаем на половинки. Дольки делать не сильно тонкие, да, чтобы они как бы не разваливались и не были слишком уж такими прозрачными. Сразу, конечно же, пахнет таким Новым годом, да, праздниками, когда нарезка такая фруктовая, красивая у нас. Киви мы очистили заранее, да, тоже на половинку, чтобы вышли красивые дольки. И опять-таки не сильно тонкие дольки. И кладем вот так вот дольками, то есть вдоль нашей нарезки. Уже аккуратно, красиво. Как говорится, чем больше цветов ярких, да, тем у нас будет красочнее. Мандаринки, как же без мандарин? По самому краю, это уже у нас завершающий фрукт, да, украшение. Можно посыпать сахарной пудрой, можно добавить чернику, да, то есть это, как говорится, на вашу фантазию, как вы хотите. На данный момент мы украсим вот так вот ягодами, чтобы было больше красок, чтобы было такие, более такое праздничное, да, настроение. Такая красивая нарезка у нас получилась. Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких. А мы рады приветствовать тех, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Это самая семейная утренняя телепередача. Находясь на школьной скамье, нужно не стесняться задавать учителю вопросы, которые вас интересуют. Это обязательно повысит эффективность обучения. Давайте узнаем, какие вопросы к учителю физики интересуют школьников нашей республики. Всем здравствуйте! Я Валентина Варламова, и сегодня в нашем проекте «Спроси учителя» мы вновь прикоснемся к удивительному миру физических явлений. Об этом нам поможет учитель физики Республиканского лицея-интерната Петр Иванович Наговицын. Петр Иванович, и первый вопрос для вас. Здравствуйте, я Петров Архан, ученик 11 Б класса Нюрбинской многопрофильной гимназии имени Степана Васильева. И мне бы хотелось задать вопрос, способен ли человек создать что-то наподобие суперспособности, например, невидимость или левитацию? На самом деле возможности науки, физики и вот информатики, математики, да, всех передовых технологий позволяют нам создать почти все, что мы можем себе вообразить. Вот, например, только представьте, как бы себя чувствовал сейчас человек,
который бы родился, например, 500 лет назад, да? Свет загорается, где-то Алиса говорит, да, и тому подобное, телевизор, вот, для него все это было бы чудом. Вот, теперь мы мысленно переносимся вперед, например, на 500 лет, да, и нас будет, скорее всего, ожидать то же самое, ну, в смысле, такое же самое ощущение, то есть там развитие науки будет настолько большим, что нам все это будет казаться фантастикой. Петр Иванович, и наш второй вопрос для вас. Всем здравствуйте! Меня зовут Хохлов Денис. Учусь в 5 Д-классе гимназии Центр глобального образования. Скажите мне, пожалуйста, почему на морозе так быстро разряжается телефон? Актуальный вопрос. Да, здравствуй, Денис. Тут ответ точно такой же, почему мы храним еду в холодильнике. Вообще аккумулятор дает нам разность потенциалов, то есть напряжение, потому что внутри него происходят электрохимические реакции. И раз уж у нас аккумулятор охлаждается, у него температура падает, то, собственно, вот эти химические реакции, они также происходят медленнее. Из-за этого у нас напряжение, которое выдает аккумулятор, он становится слабее. Поэтому он, тем холоднее аккумулятор, тем ниже напряжение он дает. Поэтому нам кажется, что оно как бы быстро разряжается. Петр Иванович, и наш завершающий последний вопрос. Здравствуйте, я Серкалский Тимур, ученик 7 класса Актёмской средней школы имени Панкратия Ивановича Шадрина, Хангалского улуса. Скажите, пожалуйста, почему зимой одежда электризуется и бьет током, когда к ней прикасаешься? Зимой у нас влажность воздуха становится ниже, поэтому накопившийся статический заряд на одежду, он не успевает уходить из нас. Вот, например, когда воздух влажный, то заряд с нашей одежды, да, он как бы сразу через эти пары покидает одежду. Вот. А когда влажность маленькая, то заряд он копится, конечно, он покидает, но в очень маленьких количествах. И вот когда ты приближаешься к кому-то, достаточно преодолеть определенное расстояние, да, вот тут есть расстояние пробоя, вот эта штука называется пробой, вот, и на таком расстоянии происходит разряд электростатического заряда. Петр Иванович, благодарим вас за ваши ценные и понятные объяснения. И вам спасибо за приглашение. А вы, ребята, задавайте смелые вопросы и исследуйте мир вокруг. Спроси учителя и запускай цепную реакцию знаний. Сегодня 11 декабря, четверг, а это значит самое время определиться с планами на предстоящие выходные. Мы зовем на помощь нашу рубрику «Киноафиша». Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Пиццерия Фредди Фазбера. Мне казалось, она находилась в другом месте. Одна из точек франшизы, да. А это самая первая. Она заброшена уже много лет. Вторую экранизацию популярной видеоигры «5 ночей с Фредди». События сиквела разворачиваются спустя год после финала первой части. Слухи о происшествии в пиццерии Фредди Фазберс уже превратились в городскую легенду, а власти даже готовят фестиваль в ее честь. Бывший охранник Майк и офицер полиции Ванесса продолжают скрывать от 11-летней Эбби правду о судьбе ее друзей, аниматроников. Но когда девочка сбегает, чтобы снова увидеть Фредди, Бонни, Чику и Фокси, это запускает цепочку новых пугающих событий. Она все еще здесь, Майк. Где? Везде. Нет, это глупая идея. Хопс и Уайлд преследуют подозреваемого. В сторону, салаги! Теперь мы! Давай, шипы! Давай, шипы! Нет, что ты, Джуди? Простите, можно еще раз глянуть? Я был без очков. Также кинотеатр «Центральный» продолжает показ второй части мультфильма «Зверополис», аниме-картин «100-метровка» и «Человек-бензопила. История Резы», якутской кинокомедии «Как стать боссом» и военную драму «Есть только миг». Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра.
Что, если однажды зима просто исчезнет? Не станет снега, мороза и даже Нового года? Именно с такой необычной ситуации начинается долгожданный мультфильм «Току Уона Чисхан», премьера которого состоится 18 декабря не только в кинотеатрах Якутска, но и в столице нашей страны. Эта история не просто о противостоянии, а о большом приключении, в котором главные герои должны отправиться в путь, чтобы вернуть самое волшебное время года. О том, как создавалась эта история, мы поговорим с Викторией Кемитиновой, художником, аниматором, режиссером мультфильма, и Александрой Сосиной, художником по фонам. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Такая волшебная завязка, зима исчезает. Как появилась эта идея? В общем, идея появилась с того, что мы до этого выпускали, то есть Току был сериальным фильмом, мультфильмом, и после этого мы обычно премьеру делали в декабре. И в связи с этим мы мультфильм решили тоже делать в декабре, а в декабре у нас что? Новый год. И поэтому у нас идея зародилась связать это с Новым годом, и потом уже начали решать, какую тему выстроить. И по образованию я эколог, и решила затронуть тему мерзлоты. Что будет, если мерзлоты не станет? И вот по этой теме мы создали мультфильм, получается. Замечательно, здесь еще такая научная подоплека, да? Ну, немного. В какой-то мере. Над созданием работала большая команда. Что было самым веселым или трогательным моментом в процессе работы над этим проектом, наверное, для вас обеих? Для меня трогательным было и веселым, то, что вот мы пересматривали первый сезон, так как я не работала над первым сезоном, я вот начала смотреть со своими коллегами, и это очень смешно было для меня. И то, как мы развились, да, то, что анимация очень сильно поднялась, и вообще персонажи очень сильно выросли. В целом, производство мультфильма с помощью компьютерной техники, да, идет? То есть сейчас уже, наверное, не рисуют от руки и так далее, да? Да, мы в программе Moha анимируем, а остальные, например, раскадровки рисуем еще, фоны рисуются, и это все в отдельных программах. А для вас что было трогательного или веселого? Ну, в целом, работа в команде, наверное. У нас маленькая студия, но у нас все почти одного возраста, молодые. И очень весело вообще создавать мультфильм. Мы в основном сами все придумываем и так далее. И в этом плане очень нам весело бывает. Ну, мне кажется, создавать детский мультик, который должен нести, да, то есть радость, такое хорошее настроение, нужно, конечно, в хорошем настроении, соответственно. А были ли какие-то сложности? Ну, сложности у нас возникали из-за короткого срока, который нам дали. То есть мы начали работать в начале года, в феврале, и получается, нам за меньше, чем за год нужно было создать полнометражный мультфильм. Это очень сложная задача, но мы справились, да, и мне итог нравится. Да. Можете ли вы раскрыть небольшой секрет, какая ваша самая любимая, трогательная или смешная сцена в мультфильме, и почему именно она? Ну, наверное, без спойлеров, да, особых? Да. Я скажу, что мне очень нравится сцена с Мичией. Это очень мило и даже, не знаю, грустно. Но я не буду говорить спойлеры. Да-да-да. А у вас? У меня, наверное, сцена самого Току. Хотя нет, сцены с Харуни и Маруни, она есть свинюшки, они очень смешные. И прям очень приятно, смешно их анимировать. Они такие саркастичные, такие веселые, и очень их приятно анимировать. И смешно самому. Но в целом мы даже снимали, по-моему, передачу, да, испытывал на себе озвучка. На озвучке тоже достаточно, это очень интересный процесс. Но мультфильм, наверное, не только про приключения, но и про важные мысли, да? Что, по-вашему, поймет юный зритель, посмотрев эту историю? Ну, мультфильм у нас получается в основном про дружбу. То есть мы этим мультфильмом попытаемся передать маленьким детишкам, как решать те или иные задачи, например, в дружбе, какие-то споры решать, какие-то моменты сложные. И в этом плане вот такой смысл, скорее всего, такой несет. Мы напомним, что 18 декабря, да? Да, 18 декабря. Премьера состоится. Какой вы представляете идеальную реакцию зрителей, особенно детей, когда они выйдут из кинозала, на ваш взгляд? Я хочу, чтобы у них поднялось новогоднее настроение, чтобы они вышли из зала и такие: ух ты, теперь Току связан с Новым годом.
А в целом, допустим, чтобы стать художником-мультипликатором, да, ну вот у нас какое представление было, кто вырос там на диснеевских мультфильмах, да, вот это то, что это все рисуется, надо быть прямо художником. Но, может быть, сейчас, вот, как вы сказали, даже вот в течение выхода, да, сезона в Току меняется, вот, допустим, технологии и так далее, да, то есть, ну, понятно, что прогресс не стоит на месте. Вот какими качествами, наверное, должен обладать аниматор, мультипликатор, чтобы создавать вот такие мультфильмы? Ну, все-таки должен быть художественный вкус какой-то, чтобы как-то анимировать. Но в целом должен человек как-то балансировать и придерживаться 12 правил анимации. Но это база, и вот этот аниматор должен все это знать, и все равно какая-то база нужна человеку, чтобы начать анимировать. А вообще вот, что касается самих героев, как происходит разработка? Вот, допустим, придумывается какой-то новый, может быть, персонаж, который должен войти. Это решает кто-то один человек или, допустим, как-то Нет, мы все коллегиально? участвуем. Ну, обычно я рисую несколько вариантов, и потом идет дискуссия, кто больше подойдет. Если прям у нас дискуссия прям 50 на 50 или что-то такое, мы отправляем садикам, или у нас есть группа мамочек, и у них проводятся опросы, и они выбирают в основном. Здорово. То есть не только, допустим, понятно, что все, кто работает над мультфильмом, сами уже взрослые люди, да? То есть вы еще и отправляете, как сказать, целевую аудиторию. Здорово. Было отмечено, что будет также премьера в Москве, да? Можете рассказать об этом тоже? Ой, я забыла, где пройдет премьера, но премьера состоится 21 декабря в Москве. Еще помимо этого в Москве пройдет вроде в 10 кинотеатрах, я вот точно не могу вспомнить. Вот в Москве еще по улусам будут фильмы пройдут, да? Премьера произойдет. Ну, практически по всем улусам. Вот. И в Якутске премьера будет основное явление в Синеме и в Азии. Практически. В общем, и жители нашей республики, еще и, ну, понятно, что в первую очередь те наши земляки, кто находится, да, в Москве, ну, и в целом зрители города Москвы могут посмотреть. Мы поздравляем вас, желаем хорошей, отличной премьеры. Ну, а наших телезрителей, маленьких телезрителей призываем посмотреть обязательно этот мультипликационный фильм. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а есть музыка, которая звучит вне времени, музыка дорог, колокольчиков и далеких станций. Участники ансамбля «Ямщицкий перезвон» из города Покровска Хангаласского улуса вот уже 25 лет хранят и передают традиции и фольклор потомков государевых ямщиков. Что значит быть живым хранителем такой уникальной культуры? Об этом смотрите в сюжете Виолетты Засимовой. В городе Покровске вот уже четверть века живет и поет ансамбль «Ямщицкий перезвон». Основал его заслуженный работник культуры СССР Гаврил Куприянов. Сегодня коллективом руководит Анастасия Павлова, и все участники, несмотря на возраст, ласково зовут ее мамой. Всего сейчас во взрослой группе 22 участника. У нас есть старшая группа и есть средняя группа. В самой старшей как бы одни пенсионеры, а самой старшей 85 лет. А в средней группе, ну, младшей 35 лет, допустим. Репертуар ансамбля – это русские народные песни, хороводы, частушки, но они не боятся экспериментировать. Здесь можно услышать и песни местных авторов, и даже якутские напевы, например, «Ферма Кыргыттара». Каждый участник ансамбля, особенно старшего поколения, это не просто певец. Это настоящая живая энциклопедия ямщицкой культуры, которая привлекает историков и туристов. Знакомьтесь, Раиса Бянкина. Она самый возрастной участник и прямой потомок государевых ямщиков. Ее предки родом из Костромской губернии. Она отчетливо помнит, что пели в ее детстве, и старается вложить эти крупицы культуры в общее дело. Мама у меня не пела, но у нас в деревне была одна бабушка. Вот она пела, как соловей. Я ее так хорошо помню. «Горы Воробьевские», старинная песня такая, может. И вот до сих пор вот в ушах звенит, как она пела, каким звонким голосом.
Ну, а в Бестяхе, когда у родственников жила, у них традиционно песня была «Метелки». Такая ямщицкая песня деревенская. И эту песню я принесла в ансамбль. И мы ее с удовольствием поем в ансамбле. Всем понравилось. К сожалению, в 2020 году пандемия нанесла коллективу серьезный удар, а несколько носителей уникальных знаний не смогли побороть болезнь. У нас ушло где-то, участников 6 точно. Ага, и, они все были возрастные, конечно, да. Вот они ходили все именно со дня создания ансамбля с 2000 года. И нам теперь, а вот именно они тогда знали все эти песни, то есть в детстве все их пели. То, что они вот нам отдали, свои знания песен ямщицких, вот их сейчас я нашему новому подрастающему поколению передаю. Мы передаем, и так из поколения в поколение, надеюсь, так и будут идти в будущем. Но надежда на молодых. В ансамбле есть средняя и даже детская группы. Многие из них не потомки ямщиков, но горят желанием изучать и развивать эту культуру. Ямщицкая культура неразрывно связана с историей Якутии. И это действительно, я смотрю на старшее поколение, как они поддерживают эти традиции, хранят их, рассказывают, передают нам. Мы не все потомки ямщиков, это в основном старшее поколение. И это очень интересно. И я считаю, что это не только творчество, это еще и большой такой общественный труд. За 25 лет кропотливого труда ямщицкий перезвон собрал огромный пласт нематериального наследия русских старожилов. В планах коллектива привлечь еще больше молодежи, чтобы бережно сохранить и приумножить этот бесценный фольклор приленских ямщиков. Виолетта Засимова, Хангаласский улус, специально для «Утра Якутии». Надо отметить, что ямщицкая почта была очень важным способом передавать информацию на большие расстояния. Но в наше время самыми важными в декабре становятся письма Деду Морозу. До Нового года осталось 20 дней, и мы открываем наше 11-е окошко. Ежегодно в декабре начинает работу новогодняя почта. В Якутске отправить письмо Деду Морозу можно на главпочтамте, где установлен специальный ящик для сбора писем. Дети, а иногда и взрослые, пишут письма, шлют открытки и отправляют свои рисунки. Самые маленькие свои мечты рисуют для сказочного персонажа. И в Новый год под елкой каждый малыш обязательно найдет свой подарок от Дедушки Мороза. Вместе малышам Тее и Тимуру никогда не скучно. Они очень дружные и веселые, нежно заботятся друг о друге. А Дед Мороз в прошлом году приходил к вам? Нет. Да. Приходил. Угу. Подарки какие-то принес, да? Да. Что он тебе подарил в прошлом году? Собачку. Дед Мороз, да? Собачку подарил? Угу. Хорошая собачка? Дед Мороз. Пока дети только знакомятся с азбукой, поэтому свои мечты они рисуют. Тея, возможно, в будущем станет художницей. Уж очень любит рисовать. Посмотрите, какая получилась у нее кошечка. А что ты нарисовала? Что ты хочешь от Деда Мороза получить в подарок? Котенку. Какого котенка? Белого и пушистого. А вот кто у тебя еще там нарисован? Русалка. Вот тут написано русалка, а тут котенок. Понятно. А сколько тебе лет, Теечка? Расскажи про себя. 5. В лесу родилась елочка, знаешь песенку? Давай, спой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая бела. Какая у тебя там любимая подружка? Про нее расскажи. Пьяла или привет. Тимур в семье средний ребенок, очень скромный. От всего сердца хочет поздравить Деда Мороза. Здравствуйте, Дед Мороз. Меня зовут Тимур. Я живу в Якутске. Я хочу подарить тебе подарок рисунку Тюрекса. Ты Деду Морозу хочешь подарить подарок, да? Да. Рисунок свой. У папы в своей семье есть только одна сестренка, а мама и вовсе единственный ребенок в семье. И вот мы решили, что мы
будем многодетными. Старший сын Тагир в 3 классе учится, и Тимур и Тея вот в садике ходят, Светик-семицветик. Конечно, ждем Новый год, все, Деда Мороза, всей своей семье. Хотелось бы пожелать здоровья, счастья, успехов, чтобы жили в достатке. И всем-всем-всем всего наилучшего. С готовыми посланиями всей семьей Хабаровы направились в главпочтамт, где установлен ящик для приема писем Деду Морозу. Все письма, открытки уйдут в сказочную резиденцию Зимнего волшебника, расположенную в Великом Устюге. Письма можно отправлять до конца декабря. Все точно дойдут до адресата. В нашей республике письма попадают в очень надежные руки. Их может прочитать и даже наш якутский повелитель холода Чисхан, то есть брат Дедушки Мороза. Такая акция у нас проводится ежегодно. Детки со своими родителями приносят письма, опускают в почтовый ящик, и мы направляем их к Деду Морозу. Рисунки детей родители кладут в конверт, подписывают. Все делают вместе. Посмотрите, сколько писем, и все для Дедушки Мороза. Приходите, опускайте свои пожелания ваших детей в наш почтовый ящик. И осталось самое главное – опустить оба письма в заветный ящик. И ждать Нового года. Юлия Михайлова, Стас Потапов. Утро Якутии. Мы продолжаем освещать актуальные события к этому часу. В России в 2026 году расширят программу диспансеризации. В перечень обязательных исследований включат скрининг на антитела к вирусу гепатита С для граждан от 25 лет. Кроме того, в программу добавлен расширенный блок обследований по репродуктивному здоровью. У женщин предусмотрены тестирование на вирус папилломы человека и жидкостная цитология в установленных возрастных группах. Сохраняются и онкоскрининги, маммография, исследования на скрытую кровь в кале. Для мужчин старше 45 лет анализ на рак предстательной железы. При администрации поселка Устнера создано и уже несколько лет работает муниципальное автономное учреждение Комтехсервис. Немногочисленный коллектив выполняет необходимые работы по благоустройству райцентра. Летом при большом объеме работ привлекают подрядчиков из числа индивидуальных предпринимателей. В зимний период МАО «Комтехсервис» ведет работы по очистке муниципальных дорог, очистка от снежного покрова, также очистки дорожных знаков и отсыпка перекрестков. Также второстепенно ведутся работы с сантехниками организации обслуживания жилфонда. 6 домов у нас, именно ведутся аварийно-восстановительные работы. Администрацией городского поселения поселок Уснера в этом году приобретен трактор именно в целях благоустройства. Именно этим трактором сейчас производятся работы по очистке снега муниципальных. В Доме дружбы народов состоялся яркий фестиваль, посвященный эвенкийской культуре. День открылся древним обрядовым танцем Девейде. Для посетителей работали тематические выставки, декоративно-прикладного искусства, живописи и литературы, представляющие работы мастеров и авторов Усть-Майского, Улуса и других районов. Гости также имели возможность отведать блюда национальной кухни на гастрообеде «Вкус родного края» и принять участие в старинных играх предков. Я хочу особо обратить внимание, вот наша работа, которая сегодня людям понравилась, это традиционная эвенская одежда. Эвенская одежда, сшитая из ровдуги, вот как видно, из замши. Таким же образом у нас вон там и есть, сшитые из оленей, шкуры оленей, из оленя и чубуко. И, конечно, все наша одежда, в основном многое, и рукавицы, и торваза, это из камуса оленей.
На священной долине Туймады широко отмечается 80-летие потомственного кузнеца, художника, этнографа, духовного лидера, вечного хранителя культуры народа Саха Бориса Неустроева Мандар Ус. На торжественном мероприятии руководство республики, жители и гости столицы вдохновлялись его уникальными работами, ознакомились с книгами и посмотрели документальный фильм о его судьбе и творчестве. Борис Неустроев Мандар Ус с юных лет связан с природой, открыл для себя язык народных орнаментов, узоров и сумел выстроить систему, также обучить не одно поколение мастеров. На юбилейном мероприятии народному мастеру вручили премию имени первого якутского профессионального художника Ивана Попова. Более 2000 узоров он сохранил, систематизировал и своими руками воссоздал в своих работах. Мы знаем, что Борис Федорович еще пишет великолепные книги. И в его прозе, в его таких очень глубоких, иногда иносказательных образах содержится на самом деле вся глубина якутской культуры, якутской натуры. И поэтому те, кто сегодня находится вокруг мастера, им очень повезло с таким светлым, добрым, мудрым учителем. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Ну а мы, в свою очередь, благодарим наших коллег из блока новостей за актуальные новости. Хотелось бы также напомнить, что сегодня в городе Якутске днем температура воздуха будет минус 37, минус 35 градусов, ветер западный 1,5 метров в секунду. Ну и, конечно, желаем всем хорошего, отличного, продуктивного дня. Увидимся с вами завтра в это же время.